Собственники помещений по договору управления многоквартирным домом СМУП «Коммунальные услуги» поручили этой управляющей организации предоставление им жилищно-коммунальных услуг, в том числе по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома. Управляющая организация довела решение собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта кровли до республиканской некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». Однако до собственников помещений местонахождение протокола их общего собрания или его копии, дата принятия решения о капремонте МУП «Коммунальные услуги» не довело. НКО «Фонд капремонта» включила многоквартирный дом по адресу улица Разина, 13 в республиканскую краткосрочную программу капремонта МКД на 2022 год и взяла на себя обязанности заказчика работ по капремонту кровли. Подрядчиком работ по капремонту в результате конкурса было отобрано общество с ограниченной ответственностью «Калита». По договору подряда строительный контроль поручен ООО ТПК «Премьер». Повседневный контроль за ходом работ, в том числе скрытых работ по ремонту общего имущества МКД, должна была осуществлять управляющая организация МУП «Коммунальные услуги». В свою очередь, полномочия по осуществлению контроля за деятельностью управляющей организации жилищным кодексом Российской Федерации возложены на Совет многоквартирного дома. Председателем Совета является Григорьева Лариса Михайловна, собственник квартиры номер 31. Кроме того, работу заказчика, подрядчика, кроме ООО ТПК «Премьер», управляющей организации и Совета многоквартирного дома должна контролировать администрация города Канаш в лице отдела жилищно-коммунального хозяйства и сектора муниципального жилищного контроля. Таким образом, работы по капитальному ремонту в идеале должны были проводиться под неусыпным контролем как собственников помещений и управляющей организации МКД, так и других контролирующих органов. На самом деле, в ход работ по капитальному ремонту никто из них практически не вмешивался. Ремонт производился и был завершен. Работы были предъявлены к приему в том виде, в котором они проводились на усмотрение строителей ООО «Калита». До собственников помещений в МКД и организаций, которые разместили свое оборудование, в частности средства телекоммуникационной связи, в помещениях, входивших в состав общего имущества дома, конкретно на его чердаке, ООО «Калита» информацию должным образом не довела. Специалисты ООО «Компания Телеком Плюс» не присутствовали ни при демонтаже кровли и чердачных перекрытий стропил. Именно там размещался шкаф для размещения средств связи и оптоволоконный кабель для соединения с телеприемниками и роутерами. Точно так же без участия специалистов ООО «Компания Телеком Плюс» средства связи были установлены на вновь сооруженных стропилах. При этом транзитный оптоволоконный кабель оказался выведенным на поверхность металлической кровли. С очевидным нарушением правил установки электрооборудования точно так же на поверхность кровли непосредственно в месте схода с крыши снега и наледи были выведены и транзитные кабели другого интернет-провайдера ООО «Нетбай Холдинг». Очевидно, что в случае сползания по кровле снежного наста и льда вполне вероятно натяжение кабелей, которое может привести в лучшем случае к обрыву кабеля, а в худшем – короткому замыканию в шкафах для размещения средств связи, расположенных на чердаке. Опасность возникновения очага возгорания создана и другими действиями работников ООО «Калита». Они самовольно, без ведома ООО «Компания Телеком Плюс» вскрыли шкаф для размещения средств связи. После завершения капремонта оставили его открытым. Это обнаружилось только в ходе осмотра места размещения телекоммуникационного оборудования.